Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Alive. Сегодня у нас очередной обзор, и это обзор на Таро путешественника. Я заказала эту колоду абсолютно новую в магазине Талия, чтобы мне ее привезли, и оплатила полную стоимость новой колоды. И представляете, мне привезли колоду в скрытой упаковке и еще и с повреждением. Я, конечно, это все дело в магазин Талия написала письмо, да, им гневное. Объяснила, что как так можно, вы же продаете новый товар, а не подержанный. И они передо мной даже извинились и дали на следующую покупку скидку 15%. Представляете? Но дело это не меняет, конечно, обидно. Можно такую колоду возвращать, раз повреждения есть коробочки, но я возвращать не стала. Так, вот такая книжечка здесь, в этой колоде. Вообще колода является культовой или, как сказать, очень известной, популярной. И в то же время некоторые экземпляры этой колоды там 90-х годов продают ого-го за какие деньги, да? Давайте посмотрим карты. Вот смотрите, карты здесь абсолютно такие новые, запечатанные, с ними все в порядке. Именно вот это и явилось ключевым моментом к тому, чтобы не возвращать эту колоду полностью, да, не возвращать ее в магазин. И вообще очень проблематично всегда возвращать, это муторно, вот. И раз она запечатанная, что испортили только коробку, думаю, ну ладно, как бы. У меня домик для Таро. Кто же ее потом купит? Мне ее жалко стало. Кто же потом приютит эту колоду? И я решила забрать ее себе. Вот такая я женщина. Я даже приютила однажды колоду, хотя тоже заплатила ого-го, чью-то потрепанную, годами использованную, боже мой. Поэтому тут, ну, эту ладно. Так, хорошо, рассматриваем карты. Рубашка потрясающая, очень красивая рубашка. Прям мне понравилась, конечно. И сами карты, давайте смотреть. Значит, тут у нас ребенок, шут, ребенок, да. Такая вот интересная карта. Тут у нас сова, попугай, тукан, птицы, да, всякие птицы, страус. Потом, значит, мужик какой-то куда-то лезет, страшная кукла, кто-то летит в пропасть, зарождение ребенка. То есть все, что можно растрактовать по этой карте, получается, товарищ автор нанес на нее, да. Интересно. Дальше у нас маг. Вот тоже посмотрите, здесь очень много разных элементов, которые включены на картинку, да, и как, ну, как разбросаны будто бы валяются эти предметы. И смотрите, тут у нас, значит, и радуга, и бабочка, и какой-то, не знаю, истукан в каске, и, значит, я так понимаю, это луна, что ли, и бокал перевернутый, и салют, и бриллиант, видимо, да. То есть вот летит тоже, как крылья расправил свои руки, да. Потом, значит, цветы, тюльпаны. То есть вот тут вот рука с кристаллом. Все это что-то значит. Поэтому колода является культовой, потому что... Давайте вот я дату производства, то есть дату издания, да, посмотрим. Дата издания. Вот, смотрите, значит, что тут написано. Что колода производится с 1986 года. Видите? Вот. Джеймс Вонлес и Кен Кнутсон, да? Кнутсон. Вот. И дальше, значит, следующее издание 98 год. А дальше следующее издание 17-й. Видите? 17-й. Вот. И тут, значит... Об авторах, видите, в конце тоже есть. Вот. Ну, в общем, те, кто ее продают 96-го, по-моему, и особенно 86-го, они продают за страшные деньги.
Ну как страшная? Для колоды, конечно, страшно. Дорогая обычно колода там. И 100 евро, и всяко. Значит, дальше жрица. Жрица. Императрица. Карты, кстати, очень хорошего качества, если честно, да. Вот они нормальный картон, более-менее хороший. Глянцевые. Вот. И цвет у рубашки приятный. Тут у нас окантовка. Вообще их в разном формате. Есть вот такие вот, знаете, широкие прямоугольники, а есть поуже. Император. Так, у нас дальше Иерофант. Иерофант. Влюбленная, смотрите, какая интересная. Колесница. Тут у нас баланс, видите? Баланс. Это значит справедливость, видимо, да? Отшельник. Отшельник. Так, отшельник слепился, по-моему, с кем-то. Видите, краска когда, да? Типография, краска. Они чуть-чуть начинают или электризоваться, или прилипать. Отшельник. Колесо. Сколько здесь разных элементов, это ж надо. Сила. Вот эта сила, она, по-моему, много раз использовалась на обложке этой колоды в других изданиях. Сила, повешенный, повешенный. 13-й аркан. Искусство. Видите, арт, искусство. Умеренность, да? Вот так сделать решил автор. Дальше, значит, дьявол. Это Devil's Play, игра дьявола, да? Игра дьявола. Башня. Ох, вы мои хорошие. А вы мне красочку-то не испортите, интересно, этим. Звезда. Луна. Смотрите, как оно прям с хрустом. Луна. Давайте-ка вот так сделаем немножко, да? Чуть-чуть-то можно. Слышите, какой хруст? Солнце. Суд. Time, space. Время, космос, что ли? Мир, универс, мир. Дальше туз кристаллов, видите, у него бриллианс. Двойка кристаллов. Масть кристаллов, да, у него есть. Тройка. Ну, красивая же четверка. Посмотрите. Пятерка. Нравится ли вам вот такое вот, когда... Ну, знаете, как наворочено много предметов, но прикольно смотрится, да? Шестерка, семерка. Вообще на таких картах каждый раз ты будешь видеть что-то другое. И мне это нравится, реально нравится, потому что ты смотришь сейчас, допустим, тебе хочется растрактовать, да, вот карту, вот, допустим, 8 кристаллов. Ты начинаешь на нее смотреть, и ты попадаешь раз в обзор, вот как у тебя в обзор попадают розы. Все, ты думаешь, ага, это любовь, да? Раз, в следующий раз начинаешь смотреть, дом. Дальше раз смотришь, тут кристаллы, да? Еще что-то смотришь, опять что-то найдешь. И вот там вот раз дерево, весна, значит, дерево стоит еще, на нем нет этих листьев, почек даже нет. Что это может быть зима, может быть весна, да, ранняя. И так далее. То есть каждый раз будешь смотреть и видеть что-то свое. Интересно. И каждый раз своя ассоциация, да? Девятка. Десятка. Ну, я так понимаю, что это король. Наверное. Это ребенок, значит, паш. Правильно? Это женщина кристаллов. Значит, это королева. А это мужчина. Так, подождите, тогда это король, а то что? Рыцарь, что ли, тогда? Или мэн это рыцарь, может быть, да? Будем думать потом. Туз кубков. Тут у него кубки кубками названы, да? Туз кубков. Ну, как цветы вот ровно. Тут кто это? Лебедь? Или кто? Гусь? С цветами. Вообще сначала подумала морской котик. Так, тройка.
рыбки что-то. 4. 5. 6. Давайте еще немножко так сделаем, да? 6. Вроде все, да? 7. Красивая. 8. 9. Красивая 9. Прям смотрите, какая красивая. И 10. Как ты переводишься, Сейдж? Я думала, король, как какой-то важный человек. Ну-ка, я сейчас переведу. Вот не все, я, видите, специфические английские слова, я не все знаю, нет. Потому что идет специфика какая-то. Мудрец, видите, мудрец. Я говорю, это тогда он должен быть королем. Королем кубков должен быть этот. Вот он мудрец, видите? Как он не рыцарь же уже, мудрец, ребенок. Ребенок точно паж. Это точно женщина, а мужчина это уже рыцарь, вон у него лошадь. Вот, я же говорю, так и есть, я все правильно прочитала, да? Серфер. Разве король это серфер? Нет, конечно. Так, мир. Ух ты, туз мира, что ли? Волтс. Миров, туз миров. 2. Миров. Какая красивая зимняя карта с планетами. Смотрите. Интересно. 3. Ой, какая тут, знаете, цветущий сад, фрукты там. Прелесть. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Там белка, да? 10. Мудрец. Ребенок. Женщина. Беременная. Мужчина, значит. Бегун, да? Бегун. Как есть рыцарь. Дальше. Жезлов, да? Туз жезлов, 2 жезлов. Интересная какая, смотрите. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И 10, да? Дальше мудрец, ребенок, женщина, мужчина. Странный мужчина. Очень странный мужчина. Ну, вот такие карты. Скажите, понравились ли они вам или нет. Пишите свое мнение, какие расклады, как вы думаете, на них можно делать. Всем пока и до новых встреч.